Уходящий год для башкирского театра оперы и балета, в частности для оперной труппы, был насыщенным. В репертуаре появилось несколько ярких премьер, в которых блистал ветеран сцены, народный артист БССР и России Салават Аскаров. В декабре его не стало. О творчестве и образах певца вспоминает Айгуль Усманова. Отчет творческой жизни Аскарова начался в 1969-м в Башкирском театре оперы и балета, где он дебютировал в партии Сурамана Салавате Юлаеве. Впрочем, в разные годы в биографии артиста значились и Казанская сцена в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, и академический имени Пушкина в Нижнем Новгороде. Но в 1987-м он вернулся в Уфу, успешно совмещая театральную деятельность с педагогической в Институте искусств на кафедре сольного пения. Среди учеников Салавата Аскарова Ямиль Абдульманов, Инна Романова, прима Екатеринбургской оперы Татьяна Никанорова, солист столичного театра мюзикла Марат Абдрахимов. И эта школа, прекрасная исполнительская школа, рожденная на сцене башкирской оперы. Да, Салават Аскаров был величественным, быть может, прежде благодаря и басовому репертуару, ведь бас — это голос сильных мира сего, королей, предводителей, повелителей. Зритель помнит артиста в Дон Карлосе Джузеппе Верди в партии Филиппа II, воинственного короля, мужественного, и в то же время что-то нежное и проникновенное есть в этой железной воле. И все же величие артиста не в его голосе и созданном им образе. Ибо Салават Ахметович был величественен не только на сцене, но и в жизни. Не манерами, а простотой профессиональной логики, любовь к музыке, служение театру. Раньше работали с более интенсивной нагрузкой. Я однажды, когда даже посчитал, в период гастроли, это были 70-е годы, то за месяц у меня было 21 выступление, из них 17 спектаклей было. Последнее интервью с ветераном башкирской оперы состоялось на Шаляпинских вечерах в 2018 году. Тогда в фестивальном спектакле «Риголетто» Джузеппе Верди Салават Аскаров предстал в образе графа Монтероне. Тогда он размышлял о другом басе, великом, о Федоре Шаляпине, его месте в своем творчестве. Влияние Шаляпина на оперное искусство это просто трудно переоценить. То есть он повлиял на все оперное искусство, потому что все уже поняли, что после Шаляпина уже вот это так, как пели и играли до него, уже просто стало нельзя. Но он действительно, это эпоха, это явление. А еще Салават Ахметович признался, что мечтает встретить 50-летие трудовой биографии, то есть полвека служения театру на родной сцене. Так и случилось, хоть бенефиса не было, но публика запомнила, насколько насыщенным был юбилейный для артиста год. Это и командор в громкой премьере сезона «Дон Жуан», а среди недавних работ Аскарова «Орлеанская дева», «Царская невеста». Это случилось 1 декабря, незадолго до ухода Салавата Ахметовича из жизни. До последних дней командор оставался верен сцене, не покидал ее. Айгуль Усманова, Новости, Уфа.